Гипотиреоз, анемия, фолиево-дефицитная болезнь. Для многих это просто непонятный набор слов, но для тех, кто сидит в этой аудитории, это ежедневная работа и диагнозы, с которыми они сталкиваются. Лекционный зал забит, стулья пришлось ставить даже в проходах. О сахарном диабете, проблемах избыточного веса и последствиях недостатка йода в организме рассказывает Залина Гусова, опытный эндокринолог. Я говорю о тех проблемах для терапевтов, которые в реальной клинической практике зачастую протекают скрыто, но очень сильно изменяют клиническое течение тех болезней, с которыми они имеют дело. Понимаете? И болезни эндокринной системы, дисбаланс в эндокринной системе – это же очень мощная регуляторная система организма. Он зачастую сводит на нет терапевтические усилия. Если эту проблему исправишь, то все другие проблемы у человека, они гораздо легче подвергаются лечению. Поэтому я об этом говорила. А вот о дефиците железа в организме и проблемах, которые возникают из-за этого, рассказывает Ирина Снежко, врач высшей категории, гематолог. По ее мнению, ферродефицит намного опаснее, чем считают многие. Его диагностику и профилактику лучше проводить регулярно. Проблема ликвидации железодефицита относится к числу самых сильных, самых требующих к себе пристального внимания. По данным экспертов ВОЗ, она заключена в одну из самых главных целей тысячелетия – ликвидация железодефицита на Земле. Очень многие после того, как они принимают препараты железа, они испытывают совершенно другое мироощущение, у них появляется подъем, вкус жизни, они выходят из депрессивного состояния, слабости, повышенной сонливости, особенно во второй половине дня, и жизнь играет перед них своими красками. Послушать опытных коллег пришли около 300 человек. Это и квалифицированные врачи, и молодые студенты, чей профессиональный путь только начинается. Терапевт Марина Гайтукиева в медицине уже 19 лет, но даже она сегодня услышала для себя много интересного. Есть, конечно, интересно и новые моменты, которые и есть те вещи, которые уже давно забыты, то есть это очень важно немножко и освежить в памяти, и вспомнить, в общем, все интересно. А Ахмед Зейгов на врача только учится. Сейчас он на 6-м курсе. Поскольку молодой человек профессию выбрал сам и осознанно, он не упускает ни одной возможности пополнить свой багаж знаний. Для студентов это все, что там происходит, для нас интересно, потому что мы только на начальном этапе всего этого, и мы будем получать, как, знаете, как губка впитывать все эти знания, поэтому нам интересны такие лекции. А для врачей именно, мне кажется, это опыт, который они между собой делятся. По мере возможности я пытаюсь посещать все площадки, которые такие площадки, но не всегда получается из-за учебы. Кстати, для студентов такого рода конференции теперь будут важны не только как познавательные лекции, на которых можно набраться опыта, но и станут пропускным билетом в будущее. Каждый из участников получит свидетельство об участии в этом мероприятии, в котором будут включены зачетные часы. Что это значит? Это значит, что в копилку его последипломного образования будут добавляться такие баллы, без которых уже с этого года, с 2017 года, никто не сможет получить аттестацию и аккредитацию. Вот именно по участию в таких научных конференциях, в таких форумах, в таких школах и будет определяться активность врача, активность специалиста, то есть его стремление, его мотивация к дальнейшему совершенствованию своего профессионального уровня. Сегодня только первый день второй зимней школы клиницистов. Впереди практикующих врачей и студентов медфакультета ждут не менее интересные лекции и встречи. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.